Закупил шмоток на столичном рынке. Завтра собираемся в поход. Будет мой первый поход в минус 40. Сейчас минус 41, 42 где-то уже температура. Надо все протестировать. Ну, в общем, иду пешком от рынка. Там километра 4. Сейчас замерзну, сяду в такси, поеду домой. Надо проверить, замерзну, не замерзну. Если все будет окей, завтра с ребятами едем на прогулку по лесу. Ладно, что замерз. Пошел сегодня на столичный рынок. Ребята позвали в поход. И закупился. Купил валенки вот такие вот. Длинные перчатки. Хорошие перчатки, мне прям нравятся. И вот шапку теплую. И вот эту новую балаклаву. Затарился на рынке. Часок погулял. Ну, то есть с рынка пешком пошел, там километра 4. Все протестировал нормально. Рукава только мерзнут все-таки немножко. А я там 2 кофты под курткой, 2 флиски. Все равно холодно. А здесь еще жилетка без рукавка. Поэтому здесь вот, в принципе, тепло, все нормально. Вот, завтра так что с ребятами едем. В 10 утра на автобусе мы садимся. Едем до Магана. Аэропорт там в Магане находится. И оттуда пешком. Ну, километров, я не понял, в 10 где-то так. 8-10, что-то такое. Пешком по сопкам, там, по каким-то лесам. Клево, чё? Все проверено, главное, ноги не мерзнут. Руки, ну так, более-менее. Мороз, конечно, проходит все равно, но как бы в рамках разумного. Если пешком идешь, вообще тепло. Такие вот валенки взял. Одел штаны. Одни теплые, другие теплые снизу. Еще подштанники снизу. Тройной слой. Такие вот валенки. В общем, долго меня Юра, китаец, уговаривал их брать. Говорит, не пожалеешь. Но они стоят, 3 800. А обычно там люди за 2-2,5 покупают такой вот волок. Но он прям говорит, качество отменное. Шерсть такая прям плотная, хорошая. И там все внутри. Он говорит, стельки не надо. Я говорю, да как не надо? Все со стельками носят. Говорит, не, стельки не надо. И правда не надо. Я вот без стелек прошелся. Ногу стер немножко. Ну как бы новая обувь, понятно. В городе туман. Идем на автовокзал. Отсюда в Маган или Меган. Сейчас пойду искать туристов наших. Пока еду один. Никого еще нет. У нас 4. Что, время 11:29. Идем мы минут 20, да, примерно? Ну, где-то минут 20, да. Минут 20 вышли. Только сейчас догадались время засечь. Нормально идем, бодренько. В лесу хорошо. Мне даже жарко, вон. Опасно жарко. Немножко разделся. Но надо ненадолго раздеваться. Придумал себе лайфхак. Под низ такие перчаточки. Они еще, оказалось, телефон работает от них. Так что вообще круто. А то голые руки достаешь, мерзнут. Ну тут тоже мерзнут, но не так сильно. Идем по газопроводу. Здесь вот газопровод проходит. И чьи-то следы. Наверное, собачьи. А вот эти кустики, это, оказывается, карликовая береза. Круто. Такая вот тут красота. Погодка сегодня огонь. Жара. Минус 45 показывает.
Костер? Перерыв? Ага. Надо дров насобирать. Сейчас что-нибудь посмотрим. Круто, костерчик у нас будет. Хороший. Проверяем, можно ли пользоваться на морозе газовой грелкой. Что-то горит. Еле-еле. О. Красота. Там Питера Угу. котелка не хватает. Ну все, хорошего понемножку. Пора и честь знать. Идем дальше. Что, какая там красота. Лед заморозил на ресницах. Думал снять. Чуть с ресницами не снял. Интересно, чьи это какахи? Лося либо лошади? Ва! Ну все, весь чай повыливали. Молодцы. Мы куда-то дошли. Вот и дороги. О, сразу туманище такой над городом стоит. Ну что, мы на границе тумана. Отморозки. Отморозки. Оп. Все. Ныряем в пелену. Решили сходить на сопку. Походу города мы не увидим. А где Якутск? Ничего себе. Вообще ничего не видно. А перед вами открывается панорама города. Прикольно. Ну вот так вот здесь всю зиму. Круто, решили спуститься тут. Мне нравится эта затея. Ну так куда проще. Ну что, почти спустились. Ну что, всех с завершением маршрута. Прошли мы 15 километров примерно за 3,5 часа. Все молодцы. Банька будет отличным завершением похода нашего.